Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Во исполнении распоряжения прокурора Чувашской республики Василия Пословского 1 ноября на базе администрации города работники органов прокуратуры провели единый прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Какие вопросы были рассмотрены, смотрите в сюжете Марины Бариновой. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства были и остаются самыми актуальными на сегодняшний день. И если они не решаются, люди обращаются к правоохранительным органам. Так, жительница дома по улице 30 лет Победы обратилась за помощью в связи с протечкой кровли. Кровля она у нас протекает. Протекает, к сожалению, давно уже. Я сама лично неоднократно обращалась в МУП «Чистый город». На данное мое обращение в МУП «Чистый город» никаких не выполнена работа по ремонту кровли, после чего я повторно обратилась с жалобой уже в жилищную инспекцию город Чебоксар. Жилищная инспекция город Чебоксар приезжала, данные нарушения были подтверждены, им было выписано предписание, ответили на мою жалобу, но до конца крышу не отремонтировали. Ответ не заставил себя ждать. Руководитель управляющей компании «Чистый город» подтвердил, что обращение граждан было принято, и в установленные сроки работу по ремонту кровли выполнили в полном объеме. Все обращения были рассмотрены, бригадой были проведены соответствующие ремонтные работы. Те места, по помыканию, в основном у них текло в местах примыкания кровельного листа железа и вентиляционного канала. То есть там нарастили металлическим листом, то есть работы проведены по устранению. Но, несмотря на это, крыша продолжает протекать. Этот вопрос был взят на контроль представителями надзорного органа. Следующим не менее интересным вопросом стала проблема централизованной подачи горячей воды. Платим как за горячую, пользуемся холодной после сантехнических работ, проведенных в чердачном помещении по улице машиностроителей. Как утверждает житель дома, он не раз обращался во все соответствующие инстанции, чтобы те, в свою очередь, решили проблему. И, по словам руководителя управляющей компании, вопрос уже решается. Осталось дождаться решение теплотехника. Если там по результатам, значит, обследования выяснится, что нарушена действительно циркуляция, то будут запланированы восстановительные работы по значит, циркуляции этого горячего водоснабжения этого дома. В общей сложности прием посетили 6 человек. Они задавали вопросы представителям исполнительной власти и правоохранительных структур об изменении тарифов и необходимости проведения ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов. Марина Баринова, Павел Шевченко, администрация города. Группы для особенных детей. В детский сад номер 19 теперь будут ходить малыши с ограниченными возможностями. Для них созданы благоприятные условия. 8 детей уже испробовали новое оборудование. Об этом Ирина Константинова. В рамках государственной программы «Доступная среда» из разного вида бюджетов для оснащения специальным оборудованием детскому саду были выделены средства. Был набран дополнительный персонал, и некоторые специалисты прошли переобучение. Наше образовательное учреждение, одно из 9 образовательных учреждений республики, было включено в эту программу. Посещать группу детей с ограниченными возможностями будут 8 девочек и мальчиков. С детьми будут работать психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. Здесь есть зона релаксации, зона для развития мелкой моторики, зона для развития учебных навыков. Здесь есть все специалисты, будут работать воспитатели. Будут проводиться музыкальные занятия, занятия с психологом, с дефектологом и дополнительные занятия с логопедом. В светлых помещениях размещены все удобства, предусмотрены поручни. В группе имеется реабилитационный материал, оборудование для организации коррекционной работы и обучения. На торжественный праздник приехал министр информационной политики Чувашии Александр Иванов, глава администрации Владислав Сафронов, которым показали новое многофункциональное развивающее игровое комплексы, установленные в игровой, спальной и туалетной комнатах. Впечатлила гостей и сенсорная комната, она оснащена всем необходимым для развития детей. Стоит отметить, что сюда будут ходить и дети с других групп. Сегодня вы впервые, здесь в городе Канашев такая группа открывается. И проблемы они есть, поэтому вместе коллективом, вместе с родителями данный вопрос надо дальше решать. Так, чтобы действительно было уютно, приятно было и детям, и родителям.
воспитатели должны, конечно, дальше развиваться. То, что сегодня в городе открывается эта группа, действительно, мы смотрели требования, которые должны быть к этой группе. И для спальной комнаты, и для умывальной, для игровой комнаты, и для даже выхода на веранду, для игры. Они сегодня выполнены. Я думаю, что вот это внимание, тепло, которое должно быть со стороны родителей и воспитателей к этим детям, они будут. А это самое главное. Результат он обязательно будет. У нас нет разделения на ограниченными возможностями, и поэтому я думаю, что в дальнейшем не только в этом саду, но во всех городских учреждениях, домах мы добьемся того, чтобы было комфортно всем. Ну а это, конечно же, сегодня первый садик у нас, где оборудованы новая группа. Родители, в свою очередь, выразили огромную благодарность, ведь для развития особенных детей предоставлено все самое лучшее. Для легкого перемещения на колясках оборудован и пандус. К открытию новой группы воспитанники детского сада подготовили праздничный концерт. Никита Бичурин, посол мира, созидания и дружбы народов. Выставка по итогам работы первого межрегионального проектного семинара открылась в Краеведческом музее нашего города, рассказывает Марина Баринова. Заочное путешествие на родину Никиты Бичурина по выставкам работ членов Союза художников и практикующих дизайнеров провел заслуженный художник Чувашской республики Александр Астраханцев, подробно рассказав о каждой работе и участнике проекта. Все работы были сделаны на родине Бичурина в деревне Типнеры Чебоксарского района. В их числе были картины художников городов Санкт-Петербург, Уфа, Набережные Челны, Оренбург, Йошкар-Ола. Александр Аркадьевич остановился на каждой картине и отметил художественные особенности почерка авторов. На этой выставке выставлены, значит, живописная работа и проектная работа студентов. Можете обратить внимание, на весь процесс зафиксирован, проведение этих мероприятий. Очень интересное мероприятие получилось, очень довольны. С погодой очень повезло, Бичурин, наверное, нам помог. Активно потрудились над дизайнерскими разработками музея и студенты факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ имени Яковлева и архитектурно-строительного факультета кафедры дизайна Оренбургского государственного университета. Целью проекта послужила идея облагородить территорию музея и создать условия для сохранения экспонатов. Об этом нам рассказала директор музея Ирина Удалова. Так как на сегодняшний день у нас экспонаты под открытым небом, они не защищены от воздействия влаги и солнца, поэтому они нам предлагают их закрыть под стеклянные витрины и установить такие подиумы сделать, и чтобы они не стояли на земле, а находились на таких подиумах. Здесь дизайн разработки для Бичуринского сада. Так как у нас Чувашский дворик, там вся чувашская культура, а на территории Бичуринского сада это именно мы хотим сконцентрировать китайскую культуру. Сплетение русской и китайской культуры не случайны, так как Никита Бичурин является основоположником российского китаеведения и первым ученым, который составил русско-китайский словарь и китайскую грамматику. Марина Баринова, Павел Шевченко, Вести недели. 90-летний рубеж своей жизни перешел житель города Канаша Борис Тамбов. Ветеран труда ведет активную жизнь, радуется каждому моменту. О Борисе Семеновиче следующий сюжет. Борис Семенович родился 7 ноября 1927 года. Работал в кузнечном цехе вагоноремонтного завода. За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Ветеран труда». Бодрость духа во время войны сейчас придает любимое хобби – рисование. Художник-самоучка олицетворял Гитлера в карикатурах. Ветеран улыбается, вспоминая, как смешил своими рисунками друзей. Помогал в оформлении церкви в селе Высоковка Канашского района. Когда церковь Высоковки открывали, мы как раз приходили туда за грибами. И вот священник попросил меня, чтобы я помог ему, потому что церковь только лишь открыли. Ну что делаем мы там? Тротуар сначала насыпали, значит, шлаком, утрамбовали шлак, потом копали яму, рисовали иконы. Иконы были разные, конечно, такие. Сейчас там осталась моя, наверное, икона Троица только.
осталось. Как раз праздник Троицы был, как раз вот эта Троица осталась, может, икона. А остальные иконы там, может быть, и не вывесили. Изрублена, испохаблена икона там нашли, принесли. И крестовые рубли. Борис Тамбов – мастер на все руки, оформлял интерьер многих объектов города. Еще он всю свою жизнь провел с песней. Песня «Лучшая отдушина». Когда вернусь не ведаю, но возвращусь с победой, страна зовет на смертный бой меня. Страна моя любимая, страна непобедимая, Родина любимая моя. Юбиляра сегодня окружили поздравлениями и теплыми объятиями. Дорогой дедуля, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем тебе крепкого здоровья и как минимум прожить столько же лет. Поздравления от имени Владимира Путина и Владислава Сафронова в честь юбиляра. Хочется пожелать вам здоровья, спасибо, долголетия, спасибо, чтобы вы радовали своих детей, внуков, вы были примером для них. Вы также являетесь примером для нашего подрастающего поколения. Много трудились в годы войны. Но несмотря на тяготы жизни, сумели сохранить бодрость духа. Смотрю, песни поете. И умение радоваться каждому дню самое главное. Вместе с супругой Борис Семенович вырастил 3 детей. Сегодня радуется 4 любимыми внуками. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Елена Блатцева. Вести. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.